Ну что, мы продолжаем. Олимпиада в Токио завершена. Для нас она вообще завершена. Отлично. Успешно, Она опять с плюсом. И теперь все внимание мировой спортивной общественности будет обращено к Башкортостану. Потому что 13 августа в Уфе стартует юниорский чемпионат мира по спортивной борьбе. Говорим именно об этом. Сегодня вместе с нами министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов. Руслан Тагирович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе спортивное утро. Самое спортивное утро. Ну, я думаю, ну все, Олимпиада завершена. Что теперь смотреть по телевизору? Больше нечего. А больше-то и нечего, конечно. А нет, мы включаем башкирское спутниковое телевидение, но подробнее вот только от вас. Вы знаете, на самом деле с 13 по 23 августа у нас будет очень крутое спортивное мега-событие. Чемпионат мира среди юниоров. Хочу сказать, что, во-первых, мы будем с флагом и с гимном России. Это очень важно, да. Во-вторых, мы к этому шли 3 года. В 2019 году именно Уфа, Республика Башкортостан, по поручению главы республики, это вообще была идея Ради Фаритовича, мы приняли участие в очень большой заявочной кампании, которая проходила в Казахстане, Нур-Султане в сентябре 2019 года. С нами соревновалась София и Белгород. И мы победили тогда на этих отборочных за право принимать это первенство мира. Потому что на самом деле сегодня мы говорим, что сегодня уже у нас заявилось 55 стран и более 1500 спортсменов, да, вот, тренеров, судей, организаторов. И, конечно, безусловно, Михаил Геразиевич буквально на днях дал интервью ТАСС, где он сказал, что на Олимпиаде говорили о следующем вот таком крупном событии, как раз о нашем чемпионате. Ну, это здорово, наверное. 55 стран мира заявились, и все приедут в столицу Башкортостана. Да, 5 Вот мы тут уже встретили. Да, тут вот опять опасения, я уверен, что пестрить будут заголовками, что а как же пандемия, а как же все вот эти вот меры предосторожности и так далее и тому подобное. Есть смысл нам бояться, переживать или... Совершенно нет. Я хочу сказать, что и прежде всего и жителям, и Уфы, и Республики Башкортостан, что очень у нас будут соблюдаться жесткие требования Роспотребнадзора, Министерства спорта. Мы утвердили очень жесткий регламент, ну фактически олимпийский регламент, да. Во-первых, это, наверное, одно из первых таких будет спортивных событий и вообще мероприятий. У нас все организаторы вакцинированы, фактически у нас 97% сейчас, вот у нас 1-2 дня еще есть. Обязательно ПЦР-тестирование, обязательно температурный контроль. Только регламент вот такой вот у нас утвердило Министерство, значит, здравоохранения и наш Роспотребнадзор, по которому четко прописаны все ситуации. Но я вам хочу сказать, что и Олимпиада показала, да, что вот наша сборная, более 300, значит, участников, фактически там заболевших коронавирусом не было. Вот. И прибывают все спортсмены, которые к нам прибывают, еще раз хочу сказать, через очень жесткий контроль, жесткий фильтр, отработаны все ситуации, поэтому нет никаких оснований переживать, беспокоиться. Единственное, конечно, вот жесткие требования по зрителям, к сожалению, вот на наш огромный вот этот 8000-ник Уфа-арена нам согласовала Роспотребнадзор участие спортсменов и зрителей не более 1000 человек. И, безусловно, они там растворятся вот в этом огромном зале-арене, да, но самая главная безопасность, поэтому мы это будем соблюдать. Ну, поэтому будет идти трансляция, да, на БСТ, смотрите, вот. Сказать, да. И я думаю, что станете вот участником, на самом деле, каждый может стать участником этого мега-спортивного события. Башкирское спутниковое телевидение, онлайн-трансляция, трансляция в прямом эфире. Не пропустите, вы будете свидетелем нечто невероятное. Правда, что юниорский чемпионат мира по спортивной борьбе – это в какой-то степени отбор на Олимпиаду, которая пройдет в Париже, да. Мы, безусловно, начали подготовку. Как только у нас завершилась Олимпиада в Токио, Россия, наша республика, начала подготовку, безусловно, к новой Олимпиаде, летней Олимпиаде, которая у нас состоится в Париже. Надеемся, что ковид к этому уже будет времени побежден, да, мировым всем сообществом. Нет, это, конечно, не отбор на Олимпиаду, но мы запускаем этим большим чемпионатом уже олимпийский цикл. И этот олимпийский цикл у нас будет короче, он будет идти всего 3 года, а не 4 года, как полагается, да. Вот. И поэтому, безусловно, это очень важное событие, прежде всего для спортсменов. Я хочу сказать, что вот отбор, например, по той же греко-римской борьбе, да, был у нас, здесь проходил в Центре спортивной подготовки, 5 человек на место, да, то есть 5 лучших
сегодня спортсменов в дисциплине греко-римской борьбе соревновались. Я хочу сказать, что из 10 членов российской команды здесь двое наших ребят, воспитанников нашей школы греко-римской борьбы. Да, ну, я думаю, что это тоже очень хороший показатель. Будем за них болеть. Если говорить про грэпплинг, который начинается 13-14 числа, сегодня это не олимпийская дисциплина, но тоже очень важная дисциплина спортивной борьбы, то у нас среди девушек будет выступать 3 наши спортсменки, притом Альфия Алимгужины, воспитанницы, вы ее хорошо знаете, дорогие друзья, чемпионки мира наши, да, вот, а среди ребят 2. Надеюсь, что вот наши 7 представителей Республики Башкортостан должны принести медали. Обязательно принесут. Мы в это не верим, а прям знаем. Я все эти 10 дней просто вот так вот буду ходить. Мы, конечно же, верим в наши Про олимпийский цикл, да, вы сказали. Что это за цикл такой, непонятно? 4-годичный, то есть фактически у нас же в Токио должна была Олимпиада состояться в 2020 году. Она, кстати, так и до сих пор и значится, 2020, да. И каждые 4 года, раз в 4 года у нас проходят Олимпийские и Паралимпийские игры. Вот эти отрезок является олимпийским циклом, то есть подготовкой, вот эта 4-годичная подготовка к играм. Ну, то есть главное мероприятие для любого спортсмена – это, конечно же, Олимпиада. Прежде чем попасть на Олимпиаду, он должен пройти огромное количество соревнований, чтобы доказать, что именно Огонь, он воду достоин и медные трубы. да, представлять свою Мне кажется, страну. вот наш представитель в МОКе, Международном олимпийском комитете, Лилия, Руслан Юрьевич. будем ходатайствовать. Да. Спасибо. Вы великолепно разбираетесь Ой, во всем. спасибо вам огромное. Я, конечно же, стараюсь. В любом случае, это будет зрелищно. Это будет зрелищно. И несмотря на то, что на трибуны Уфа-арены попадут единицы, к сожалению, кстати, ну а вот чтобы попасть в число, нужно что-то сделать, нужно купить билеты, где-то зарегистрироваться. Да. всё-таки. Ну, во-первых, ведется продажа билетов. Во-вторых, безусловно, мы нашим лучшим борцам как поощрение, да, со всей республики, то есть начиная от Белорецка, Нефтекамска, вот, будем приглашения бесплатные выдавать, да, безусловно. Безусловно, будут ветераны спорта, которые тоже придут. Но еще раз я хочу сказать, что для нас в этой ситуации, да, и вот задачу, которую поставил Ради Фаридович на оперативном штабе, это неукоснительное соблюдение, раз, ну и не допустить, скажем так, чтобы вот эта вот коронавирусная история каким-то образом развивалась. Купировать. Еще раз хочу сказать, что спортсмены – это одни из самых здоровых у нас людей, ребят, да, то есть нам нужно просто не допустить, чтобы просто соблюдать правила. Вот и всё. 55 стран мира, шансы сборной России, на ваш взгляд, каковы? Если говорить о прошедшей Олимпиаде, то именно наши борцы, да, среди всех медалей завоевали, вот если мы говорить о медальном зачете, больше всего медалей среди всех видов спорта по России. Да, это 8 медалей. 4 золотые, 4 бронзовые. Это еще раз говорит о том, что школа борьбы у нас очень серьезно развивается, и в том числе в Республике Башкортостан, потому что, я хочу сказать, это и внедрение различных проектов, это и спортивная борьба в школу прежде всего. И сегодня от массовости к мастерству мы идем, безусловно. Вот. Но вот наша, еще раз хочу сказать, что задача на самом деле, да, это Олимпиада 2024 года. Будем надеяться, что борцы там будут представлять нашу республику. Ну и, конечно же, спортсмены прибывают в столицу Башкортостана. Мы ждем также и почетных гостей. Да, вы знаете, вот огромное количество почетных гостей, около 10 олимпийских чемпионов, призеров Олимпийских игр. Александр Карелин, Михаил Мамиашвили, олимпийский наш чемпион. Александр Карелин, 3-кратный олимпийский чемпион. И самое главное, вот мы считаем, очень серьезное достижение республики, а может быть даже и победа, к нам прибывает руководитель Федерации Объединенного мира борьбы Ненет Лалович. Он входит в 5, ну, скажем так, самых влиятельных функционеров Международного олимпийского комитета. Он возглавляет комиссию по антидопинговой вот этой вот всей истории, да, значит, и он к нам прибывает, будет на открытии, запланирована и протокольная встреча с главой республики, и встреча со спортивной общественностью. Прибывает огромное количество вообще функционеров, в том числе Объединенного мира борьбы, это Международной федерации. Знаете, я хочу сказать, ведь в 2016 году была очень серьезная борьба. Разговор шел о том, что борьба может быть исключена из Олимпийских игр 2020 года. И именно благодаря поддержке России, благодаря вот огромной работе Объединенного мира борьбы была вот такая борьба за борьбу. Значит, и мы победили, и на Олимпийские игры вышли наши борцы и борцы мира. Да, и вот и завоевали такое огромное количество медалей, потому что 8 медалей в копилку страны и 71 только по виду спорта борьба, конечно,
конечно, это большие успехи. Но вторые, я хочу сказать, что фехтовальщики наши тоже в том числе. То есть, красавцы. Ой, да, были поэтому гордость. здесь не только борьба, да. 13 августа в Уфе стартует юниорский чемпионат мира по спортивной борьбе. Именно об этом мы говорили с гостем нашей студии. Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов. Руслан Тагирович, всем от нас огромный привет. Вам классных, плодотворных дней. И с днем физкультурника. С наступающим! наступающим. Ура! Мы продолжаем прямой эфир. Будьте с нами.